Вот так будет выглядеть Макарьевская церковь после реставрации. Храм 18 века. В советское время он стал тюрьмой. Купола снесены, колокольня разрушена. Сейчас здесь следственный изолятор. Идею реставрации предложил выпускник архитектурно-строительного университета Егор Кузьмин. Во-первых, мы попросим СИЗО переехать вообще с этого места исторического, вернуть памятнику его историческую территорию. Исследований никогда не проводилось, да, в связи с понятными обстоятельствами, то, что здание находится в СИЗО, это, в общем-то, запрещенный для посещения объект, в том числе и для исследователей. УФСИН пошел нам навстречу. А это кадры церкви в селе Большие Мими Верхнеуслонского района. Деревянное строение 19 века вот-вот рухнет. Его судьбой заинтересовался другой выпускник КАСУ Шамиль Юсупов. Утрачены шатровое завершение, восьмигранное у церкви с колокольней. Также по старым архивным фотографиям мы восстанавливаем эту церковь. Мы уже в какой-то степени пожинаем плоды сотрудничества. Идеи реставрации от выпускников-архитекторов в Казанскую епархию поступают ежегодно. Сотрудничеству 15 лет. Мы даем прививку молодому поколению, ребятам, когда они реальными ручками, реальными ножками обследуют тот или иной памятник. Как говорят в епархии, каждый второй храм нуждается в ремонте. Это 124 объекта, более 100 уже действуют. А это церковно-учительская школа на улице Декабристов. Здание, построенное еще в начале 20 века, постепенно разрушается и сейчас пустует. 2 года назад школу передали Казанской епархии. Сейчас здесь планируют открыть православную гимназию. Свои планы по реставрации предлагает и Казанский архитектурно-строительный университет. За какие проекты в Казанской епархии возьмутся в первую очередь, вопрос пока открытый. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.